Обзоры экономических, спортивных событий, мировые новости и главные события в Якутии. Обо всем этом и не только в ближайший час. И начнем по традиции с курса валют. Итак, на сегодняшний день курс рубля к иностранной валюте, установленный Центробанком, составил за доллар 63 рубля и 70 копеек, а за евро 70 рублей и 2 копейки. Что касается обмена валют в Якутске, то на сегодня все позиции выгоднее всего в Восточном банке. Покупает за 63,80, а продает за 64 рубля и 25 копеек. Такая же ситуация и с евро. Лидирует все тот же Восточный. Покупка обойдется в 70 рублей 30 копеек, а продажа 70 рублей 75 копеек. Двигаемся далее. Президент России Владимир Путин призвал финансово поддержать регионы в строительной сфере. На встрече с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной отметила она, что в малых городах банки могут отказать в финансировании, потому что большие затраты у застройщиков по обустройству инфраструктуры. Это все ложится бременем на проекты. Также Набиуллина доложила президенту о процессе перехода на систему эскроу-счетов. На начало этого месяца где-то из 120 миллионов квадратных метров строящегося жилья видим, что порядка 57% они достроят по старой схеме. Там уже достаточно высокая готовность. 14% уже предусмотрели переход на эскроу-счета, и около 30% сейчас пока что в зоне, которая не определена, как они будут финансироваться. Глава Центробанка также назвала в разговоре с президентом сумму, которая уже привлечена в рамках проектного финансирования строительства жилья. На счетах эскроу сейчас около 35 миллиардов рублей, и уже заключены большие контракты на сумму больше 340 кредитных договоров, на сумму больше 300 миллиардов рублей на кредитование застройщиков. В Якутии реализуется 26 сентября пройдет прямая линия с главой Якутии Айсеном Николаевым. Якутяне смогут задать все интересующие их вопросы. Трансляция будет вестись на наших каналах Якутия-24, НВК Саха, а также на канале Россия-24, Радио ТТИМ и на сайте як24.ру. В прошлый раз прямая линия проходила 26 апреля, длился эфир почти 1,5 часа. За это время успели охватить наиболее актуальные темы, касающиеся здравоохранения, образования, социального и экономического развития региона. Тему продолжит моя коллега Сырглан Захарова. Прямая линия с Айсеном Николаевым в апреле прошла накануне Дня Республики. Также она совпала с визитом министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова в Якутию. Вместе с ним Айсен Николаев в этот день дали старт строительству Жатайской судоверфи, реализации масштабного проекта по возрождению судостроения в регионе. Комментируя это событие, глава республики отметил, что возведение объекта вдохнет новую жизнь в развитии поселка Жатай и речного флота Якутии. К концу 2021 года должна быть построена судоверфь, которая позволит строить до 10 речных судов разных классов здесь у нас в Жатае. Это в дальнейшем позволит нам еще модернизировать Жатайский судоремонтный завод, который сегодня уже есть, позволит утилизировать суда. Также он добавил, что это позволит стать якутской агломерацией центром судостроительства бассейна реки Лена и других рек, впадающих в Северный Ледовитый океан. Продолжая разговор, затронули один из самых животрепещущих вопросов – строительство моста через главную водную артерию Якутии. Тема стала уже традиционной для подобных эфиров, заметил Айсен Николаев. Вот та задача, которая была озвучена о том, чтобы вот у нас отраслевые министерства между собой договорились, она, наверное, вот в черновом варианте уже мы видим, что она уже близится к концу, уже ряд согласований, причем не на словах, а на бумаге с подписями, как говорится, синими печатями уже получено. Надеюсь, в сентябре месяце мы с вами уже сможем более четко там по каким-то достижениям в части решение этой, на самом деле, важнейшей для нашей республики проблемы уже поговорить. И на самом деле есть подвижки в решении этого вопроса. По итогам Восточно-экономического форума Айсен Николаев сообщил, что проект получил положительное заключение о целесообразности строительства практически от всех федеральных министерств. Сам же проект планируется реализовать по государственно-частному партнерству через механизм концессионного соглашения. При этом немаловажно, что кандидаты для участия в реализации проекта уже есть. В активном режиме работал колл-центр прямой линии. Первый вопрос задал житель Нижнеколымского улуса. Меня зовут Денис Барков. Я живу в Нижнеколымском районе, в поселке Зырянка. В прошлом году, как вы знаете, нас очень сильно затопило. И хотелось бы узнать, что нас ожидает в этом году.
Могу сказать, что, к сожалению, по Колыме у нас все-таки лед выше нормы, как раз от Зырянки до Среднеколымска. Мы ожидаем, что паводок он пройдет выше нормы. Но несмотря на прогнозы, паводок этого года прошел в Колымской группе спокойно, так же, как и во всех других районах. Впервые во время прямой линии наши корреспонденты выходили в эфир в режиме реального времени, таким образом дав возможность якутянам задать вопрос напрямую главе. Наш дом попал в новую программу переселения. Говорят, что условия второго этапа изменены не так, как первый этап. В чем отличие и что нас ожидает? Когда мы имеем дело, еще раз говорю, с гораздо еще большим объемом, то, конечно, тут никакой риск недопустим. Мы должны сделать все, чтобы дома были построены вовремя и построены качественно. Сейчас создана специальная дирекция по жилищному строительству республики, которая подчиняется Министерству строительства, которая полностью будет заниматься этим вопросом. Более активнее, чем на первом этапе, например, будет предлагаться людям компенсация за аварийное жилье, денежное. Иными словами, программа будет реализовываться централизованно, и контроль за распределением средств и их освоением будет вести одно ведомство. Одним из отличий также Айсен Николаев назвал активизацию варианта с выплатой денежных компенсаций за квартиры и возможность приобретения жилья в других регионах страны. Отмечу, что во второй очереди переселения республики предстоит ликвидировать больше 1 миллиона квадратных метров аварийного жилья. Вопросы поступали со всех уголков республики. И, конечно же, из самой столицы затронули наиболее острые темы. Обманутые дольщики, проблема с незаконными мигрантами, безработица в сельской местности. Ни один вопрос не остался без ответа. Предстоящая прямая линия также готова принимать вопросы от якутян по горячей линии через наши страницы в социальных сетях. А теперь подробнее о модернизации Жатайского судоремонтно-судостроительного завода. На верфи планируется строительство современных речных судов в соответствии с международными стандартами. О том, что даст Якутии создание Жатайской судоверфи и на какой стадии реализация сейчас находится, нам расскажет моя коллега Ольга Башук. Ольга, здравствуй, тебе слово. Приветствую, Василий. 26 апреля этого года началось строительство высокотехнологичной Жатайской судоверфи. Проект начал реализовываться благодаря поддержке Владимира Путина и правительства России. Это единственный промышленный проект из Якутии, включенный в государственную программу «Социально-экономическое развитие арктической зоны Российской Федерации» на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. Отмечу, что стоимость проекта составляет почти 5,5 миллиардов рублей. Из них 4 миллиарда 200 миллионов рублей выделено из федерального бюджета, 750 миллионов рублей из республиканского, а оставшаяся часть будет привлечена из других внебюджетных источников финансирования. Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2021 году. Создание Жатайской судоверфи предусматривает ежегодное строительство до 10 речных судов различных типов и назначений, модернизацию 6 судов, утилизацию 2 списанных судов, а также ремонт и межнавигационное обслуживание. С учетом производственной мощности судоверфи до 2036 года планируется построить 130 единиц речных судов. Отмечу также, что проект сделает якутскую агломерацию центром судостроительства бассейна реки Лены и других рек, впадающих в Северный Ледовитый океан. Кроме этого, судоверфь откроет для Якутии новые рабочие места. Порядка 700 человек будут работать на судостроительном заводе. Владимир Мякишев отметил, что уже сейчас ведется целенаправленная работа по подбору кадров. Мы готовы работать над вопросом об обеспечении целевых мест для выпускников школ с той целью, что к началу строительства судов выпускники преимущественно поселка Жатай, имея диплом по специализациям, так или иначе касающимся вопросов судостроения, могли бы трудоустроиться в новую судоверфь. Судостроитель – профессия достаточно интересная, но очень сложная. Поэтому мы пристально будем смотреть на квалификационные качества как целевиков, так и вновь принимаемых на работу. И в заключение отмечу, что в начале сентября первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников провел выездное совещание на стройплощадке Жатайской судоверфи. Главный инженер пароходства Виктор Шадрин сообщил, что работы нулевого цикла ведутся в плановом режиме. Произведена выемка грунта, ведется установка свай. В ближайшее время на стройплощадке будут установлены трансформаторные подстанции. Уточнили и то, что нарушений от графика нет, и вся необходимая техника, которая требуется для выполнения работ, выделяется своевременно. На этом у меня пока вся информация. Василий, передаю тебе слово. Да, Ольга, спасибо. А мы двигаемся дальше.
Специалисты Сбербанка проанализировали, сколько времени занимает продажа квартиры в разных регионах России. Подробнее узнаем у моей коллеги Нургуяны Ивановой. Нургуяна, где в итоге в России проще всего продать свое жилье? Василий, лидерами по скорости продажи жилья являются Якутия, Камчатский край и Удмуртия. Средний срок экспозиции квартир в этих регионах составляет 2 месяца. Также в десятку лидеров вошли Москва и Санкт-Петербург. В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Госдолг субъектов России с начала года сократился на 8,6%. Об этом стало известно благодаря мониторингу экономической ситуации, подготовленным Институтом Гайдара и РАНХИКС. Общее улучшение сбалансированности региональных бюджетов способствовало снижению их государственного долга, который к концу июля составил 2 триллиона рублей. За год госдолг сократился у 67 субъектов федерации. Лидерами по снижению объема госдолга с начала года стали Краснодарский край, Нижегородская и Свердловская области. Средняя долговая нагрузка субъектов Российской Федерации сократилась до 21,5% и вернулась к уровню 2009-2012 годов. Специализированные дроны-тяжеловозы появятся в России через 3 года. Они смогут развивать скорость до 180 км в час и перевозить грузы весом до 80 килограммов на дальние расстояния. Разработчиком беспилотника является компания Aerox. Она намерена начать серийное производство новинки уже в 2022 году. Дрон сможет доставлять грузы в сложных погодных условиях благодаря высокой устойчивости к ветру. По словам разработчиков, такой дрон способен заменить легкие вертолеты, например, в нефтегазовой сфере, где на них приходится порядка 60% рынка вертолетных доставок грузов, а также используется в почтовых перевозках. Компания «Газпром-Трансгаз Томск» создала в городе Нерюнгри филиал управления аварийно-восстановительных работ. Это второе управление для «Трансгаза», первое зарегистрировано в Томске. Отметим, что в Якутии у компании также есть 3 филиала – Ленское, Алданское и Нерюнгринское линейные производственные управления магистральных газопроводов. «Газпром-Трансгаз Томск» эксплуатирует более 9 тысяч километров магистральных газопроводов в Сибири и на Дальнем Востоке. Выполняет функции заказчика строительства газопровода «Сила Сибири». Ученые, представители международных организаций и дипломатических корпусов из 14 стран стали участниками открывшегося в Якутске Северного форума, результатом которого должен стать запуск международных проектов по развитию Арктики. В нулевой день форума участники обсудили вопросы российско-корейского сотрудничества по линии научных исследований в области демографии, сохранения окружающей среды и климата. Официальное открытие форума состоится сегодня, 25 сентября. В этот же день пройдет пленарное заседание с участием главы Якутии и представителями Исландии, Норвегии, Китая и других зарубежных экспертов. Итоги мы должны найти как раз по проблемам устойчивого развития. Всего у нас 17 целей устойчивого развития ООН, где мы рассматриваем 3 основных понимания. Это экономика, экология и население. Количество бюджетных мест по подготовке инженерных кадров выросло во всех колледжах и техникумах Дальнего Востока. В частности, в Якутии наиболее востребованы специалисты на предприятиях добывающих отраслей по таким направлениям, как прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия. Этим профессиям обучают студентов в региональном техническом колледже, в Мирном и Южно-Якутском технологическом колледже. В дальнейшем выпускники будут работать в Алроса, Колмар, Золото-Селигдара и Эльгауголь. В соответствии с заявками работодателей до 2025 года на предприятия Дальнего Востока потребуется более 75 тысяч специалистов инженерно-технического профиля со средним профессиональным образованием. 36% от этого объема приходится на специалистов без опыта работы, то есть на выпускников колледжей и техникумов. Компания «Колмар» начала подготовку к реализации проекта строительства очистных сооружений на Денисовском ГОКе в Нерюнгринском районе. В настоящее время в проект инвестировано 130 миллионов рублей. Общий объем капиталовложений составит 383 миллиона рублей. Подрядная организация уже приступила к разработке проектной и рабочей документации, подставке оборудования, проведению шеф-монтажных и пусконаладочных работ. Отметим, что совокупные затраты предприятия с начала года на мероприятия по защите экологии составили 201,5 миллиона рублей. Из них более 1 миллиона рублей «Колмар» направил на производственный экологический контроль. В продолжение темы компания «Алроса» направит 138 миллионов рублей на программы
комплексных научных исследований экологического состояния Вилюйской группы районов. Реализация данного проекта начнется уже со следующего месяца. Программа будет разделена на 3 блока: мониторинг состояния пойменных экосистем реки Вилюй и ее притоков, научно обоснованная оценка состояния здоровья населения, проживающих в бассейне реки Вилюй и Марха, и оценка возможности обеспечения альтернативными источниками водоснабжения населенных пунктов в долине реки Вилюй и ее притоков. Научные исследования будут носить комплексный характер и учитывать негативное техногенное воздействие на всю речную систему Вилюя. По итогам всех этих мероприятий научные работники должны дать объективную оценку по каждому пункту. Научно-исследовательские работы стали возможны благодаря соглашению Алроса и Целевого фонда будущих поколений. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Василий, тебе слово. Нургияна, спасибо. А я напомню нашим телезрителям, что экономическую ситуацию в стране для нас прояснила моя коллега Нургияна Иванова. А мы переходим к другим темам. Семейные ссоры, особенно происходящие под воздействием алкоголя, часто приводят к возбуждению уголовных дел. Так и в Жиганском районе подвыпивший мужчина пришел выяснить отношения с супругой. Когда слова у мужчины закончились, он перешел к более серьезным методам. А каким именно, узнаем у моего коллеги Александра Хавренко. Александр, как вообще происходила ситуация и что в итоге? Когда у мужчины закончились слова, чтобы объясниться с супругой, он просто начал крушить мебель и бить стекла в квартире. В эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия». В студии работает Александр Хавренко. Здравствуйте. В дежурную часть полиции Жиганского района поступил звонок от жильцов многоквартирного дома с жалобой на соседей. В одной из квартир громко скандалили люди. Сотрудники полиции застали на месте 36-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который пришел выяснить отношения со своей женой. Супруги находились в стадии бракоразводного процесса, поэтому потерпевшая съехала от мужа и временно поселилась в доме своей коллеги. Ночью мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил поговорить с женой. В результате между ними возникла ссора, и, не найдя других аргументов, мужчина принялся ломать мебель и бить стекла в квартире. Пьяного дебошира задержали и доставили в отделение полиции. Установив его личность, выяснилось, что мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за побои и ранее был судим за хулиганство. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Житель Нюрбинского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве женщины. Нюрбинские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Нюрбы, обвиняемого в убийстве женщины. В ночь с 19 на 20 июля 2019 года мужчина вместе с потерпевшей в компании своих знакомых распивал спиртные напитки. Когда посиделки закончились, мужчина предложил проводить свою новую знакомую до дома. По дороге между ними возник конфликт, и мужчина напал на спутницу, нанеся ей 2 удара кухонным ножом. Поняв, что он творил, мужчина побежал на станцию скорой помощи, но прибывшие на место врачи не смогли спасти женщину. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением дело передано в суд. В Усимайском районе двое 17-летних школьников ночью залезли в продуктовый магазин и похитили продукты питания и сигареты на 5700 рублей. Работники магазина, утром придя на работу, обнаружили следы ночных гостей и вызвали полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 2 школьника. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Якутская природоохранная прокуратура встала на защиту белых медведей, которые содержатся в зоопарке Артодайду. Сотрудники зоопарка допустили множество нарушений ветеринарного законодательства при содержании морских млекопитающих. Республиканским зоопарком Артодайду допущено приобретение продуктов питания для белых медведей без ветеринарных сопроводительных документов, что не позволяет определить территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние товара. Выявлены нарушения закона Российской Федерации о ветеринарии, выразившиеся в непроведении вакцинации белых медведей против бешенства, мероприятий по обработке белых медведей от эндопаразитов, лабораторных исследований на наличие гельминтов. А сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции выявили незаконную вырубку леса. С мая месяца неизвестные вырубили 200 лиственниц, нанеся значительный ущерб лесному хозяйству, который оценен более чем в 1 000 000 рублей. Полицейские задержали лесоруба, им оказался ранее судимый уроженец Якутии, который дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Подозреваемому грозит штраф от 1 000 000 рублей.
На этом наш выпуск подошел к концу. О развитии событий в следующих выпусках новостей. Всего вам доброго и будьте осторожны. Василий, на этом у меня все. Александр, спасибо. Держи нас в курсе. О чрезвычайных происшествиях нам рассказал мой коллега Александр Хавренко. Мы переходим к новостям спорта. Иван Пронин стал первым борцом из Якутии, который удостоился звания чемпиона Азии по бразильскому джиу-джитсу. Подробности у моего коллеги Андрея Мухоплева. Андрей, какие спортсмены еще наряду с Иваном были на этом турнире и какие показали хорошие результаты? Приветствую, Василий. На этот турнир Азии полетели 3 спортсменов из Якутии. К сожалению, только Иван Пронин стал чемпионом. Остальные 2, это Борис Корнилов и Владимир Пермяков, не смогли завоевать награды. Но об остальном по порядку. Добрый день. В эфире новости спорта, в студии Андрей Мухоплев. Иван Пронин стал первым борцом из Якутии, который удостоился звания чемпиона Азии по бразильскому джиу-джитсу. Континентальное первенство под эгидой Международной федерации джиу-джитсу прошло в знаменитом зале боевых искусств Будокан в Токио, где давали концерты такие звезды, как Beatles, Queen и AC/DC. На международном турнире, кроме сильнейших команд из азиатского континента Японии, Кореи, Монголии, выступали спортсмены из Австралии, Англии, Бразилии, Германии, России и других стран мира. На соревнования в Токио вылетели 3 борцов, которые представляют первый якутский клуб по бразильскому единоборству Якутиан Team Jiu-Jitsu. Боровшийся в весовой категории до 82 килограммов, Иван Пронин в итоге стал победителем турнира. 2 других спортсмена, Борис Корнилов и Владимир Пермяков, уступили соперникам по очкам и не смогли завоевать наград. Напомню, Иван в этом году уже принимал участие в международном турнире в Санкт-Петербурге и завоевал 2 бронзовые награды. Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА может запустить проект по созданию независимого органа, который будет бороться с договорными матчами. Такое решение было принято на заседании исполкома УЕФА, которое прошло в Люблине во вторник. УЕФА оценит целесообразность запуска проекта. Также исполком постановил, что в городах чемпионата Европы 2020 года суммарно будет посажено 600 тысяч деревьев в качестве солидарности в сохранении экологической стабильности. В честь 60-летнего юбилея европейского первенства турнир пройдет в 12 городах, включая Санкт-Петербург, который примет 3 матча группового этапа и 1 встречу четвертьфинала. Российские регбисты потерпели поражение во 2-м матче группового этапа Кубка мира против команды Самоа. Встреча, прошедшая во вторник в японском городе Камугая, завершилась со счетом 9-34. В своем первом матче в рамках группы А, который открывал соревновательную программу турнира, россияне также потерпели неудачу. Встреча против хозяев Кубка мира сборной Японии завершилась с разгромным счетом 10-30. Сборные России и Самоа впервые в истории провели очный матч. Ранее команды друг с другом не встречались. Для самоанцев матч против россиян стал первым на текущем Кубке мира. Согласно рейтингу Международного совета регби, сборная Самоа была самым удобным соперником для россиян на групповом этапе. Самоанцы располагаются в рейтинге на 16-м месте, в то время как остальные сборные Шотландии, Ирландии и Японии находятся в десятке лучших команд планеты. Россияне в итоге занимают в мировом рейтинге 20-е место. «Спартак» проиграл уфимскому Салавату Юлаеву со счетом 2-4 в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Москве. «Спартак» потерпел 8-е поражение в 11 матчах сезона и 4-е в последних 5 играх. Салават Юлаев одержал 6-ю победу в 9 играх сезона и 4-ю в последних 5 встречах. В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает 8-е место, набрав 9 очков. Салават Юлаев идет на 2-м месте Восточной конференции, имея в активе 13 очков. В следующем матче «Спартак» дома сыграет против «Автомобилиста» 26 сентября. В тот же день Салават Юлаев на выезде сыграет против санкт-петербургского «СКА». Санкт-Петербург выбран местом проведения финала футбольной лиги чемпионов в следующем сезоне. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций УЕФА сообщил глава организации Александр Чеферин. В 2021 году финал пройдет в Санкт-Петербурге, сказал Чеферин. Также он сообщил, что Мюнхен примет финал Лиги чемпионов в 2022 году и Лондон в 2023 году. Ну а финал Лиги чемпионов пройдет в 2021 году на стадионе «Газпром-арена», домашней арене Санкт-Петербургского «Зенита», вмещающей 62 тысячи зрителей. В Петербурге состоялось 7 матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Также стадион примет 4 матча чемпионата Европы 2020 года. Россия в 3-й раз примет финал Еврокубка. На этом у меня все. О самых ярких и важных спортивных событиях в Якутии и в мире смотрите в следующих выпусках. Василий, у меня на этом все. Тебе слово. С нами был наш спортивный обозреватель Андрей Мухоплев.
А сейчас о событиях, которые произошли за пределами нашей страны. Турецкий художник повесил на стене дома 440 пар туфель, чтобы привлечь внимание к проблеме фемицида. Так называют убийство женщин только из-за того, что они женщины, рассказывает Роман Чуриков. 440 пар туфель, по одной на каждую потерянную жизнь. Турецкий художник Вагит Туна решил обратить внимание жителей Стамбула на проблему домашнего насилия, а именно на участившиеся убийства женщин родственниками-мужчинами. Только в прошлом году, как следует из этой инсталляции, в стране зафиксированы сотни таких случаев. Но говорить об этом вслух в консервативном государстве не принято. Именно поэтому Вагиту было важно устроить свою акцию не где-то в галерее, а под открытым небом, в самом центре города. Есть множество произведений искусства, которые посвящены страданиям женщин. Но они доступны лишь тем, кто хочет их увидеть. Сейчас же мы с вами стоим на оживленной улице. И многие впервые знакомятся с этой темой, с этой открытой раной. Я уверен, что это окажет влияние на многих. Идею для инсталляции подсказала турецкая традиция. В стране принято выставлять обувь покойника за дверь после его смерти. Но обычно это одна пара, иногда две. Не 440 на площади в 260 квадратных метров. И кажется, художнику удалось добиться своего. Произведение не оставляет равнодушным. Если честно, я не чувствую себя в безопасности на улицах, и это ужасно. Тут сотни пар обуви, сотни оборванных жизней. Это очень печально. Пока все молчат, случаи насилия над женщинами будут только учащаться. И я говорю не только об убийствах, но и о попытках подавлять их, затыкать им рот. Нам нельзя больше молчать, надо говорить об этом вслух. Вагит Туна надеется, что это произведение позволит переломить тенденцию. Если в 2017 году, по официальным данным, от рук своих родственников-мужчин в Турции погибли 409 женщин, то в прошлом, как мы уже знаем из инсталляции, на 31 больше. Статистики за этот год пока нет, но по данным правозащитников из организации We Will Stop Femicide Platform, только в августе зафиксировано 49 подобных случаев. Пассажиров с экологически грязных круизных лайнеров со следующего года не будут пускать в Канны. Власти города считают, что заход судов на высокосернистом топливе надо ограничить. Только в 2018 году в Канны морским путем прибыли 370 тысяч туристов. Подробности в репортаже Рейтера рассказывает Татьяна Гамозова. Французские Канны готовятся преградить путь в свой порт для неэкологичных круизных лайнеров. Ограничения коснутся кораблей, у которых содержание серы в топливе превышает 0,1%. Их пассажирам могут запретить сходить на берег. По словам эксперта из Германии Акселя Фридриха, бункерный мазут, который используют морские суда, содержит в 2000 раз больше серы, чем дизельное топливо. При этом туристическая индустрия стремительно растет. По данным Международной ассоциации круизных компаний, в этом году около 300 лайнеров перевезут 30 миллионов пассажиров. Еще 10 лет назад их было около 18 миллионов за год. Принимающие города серьезно обеспокоены, подчеркнул в интервью Рейтер мэр Кан Давид Леснар. Раз я ничего не могу сделать на море, власть мэра распространяется на 300 метров от берега, а корабли стоят гораздо дальше. Я решил, что мы перестанем пускать в город пассажиров с неэкологичных круизных лайнеров. С точки зрения закона, это решение на грани фола. Но таким образом мы спровоцировали дискуссию с пассажирскими компаниями. И в настоящий момент победа за нами. В июле норвежская Cruise Line Holdings, которая обеспечивает 40% морского трафика в Каннах, подписала с городом соглашение об использовании более экологичных судов. Впрочем, некоторые фирмы и без того стараются привести свой флот в соответствие с современными требованиями. Silver Sea Cruises базируется в Монако, и, по словам ее главы Роберта Мартиноли, изменения в интересах судовладельцев. Для примера, это судно было построено около 20 лет назад. Двигатели тогда были совсем другие. Правила изменились. Это сопровождалось появлением технологий, которые повысили эффективность работы и уменьшили выбросы. После окончания сезона, когда мы займемся ремонтом, этот лайнер не будет ходить в рейс 2-3 недели, и его двигатель будет настроен так, чтобы соответствовать правилам. С 2012 года Евросоюз запретил использование топлива с содержанием серы больше 0,1% для судов, курсирующих по Балтийскому и Северному морям, а также Ла-Маншу. На Средиземном море это ограничение пока не действует.
Между тем, принц Гарри и герцогиня Меган присоединились к африканским танцорам во время визита в ЮАР. Девятый день турне по Африке принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской выдался особенно музыкальным. Члены британской королевской семьи посетили пляж неподалеку от Кейптауна в компании сотрудников неправительственной благотворительной организации Waves for Change. Началась встреча с танцев. Внук Елизаветы II на этих кадрах, к сожалению, практически не разглядеть. Зато можно оценить чувство ритма его супруги. И, судя по всему, герцогиня Меган значительно превосходит в этом деле Терезу Мэй, которая год назад также поразила жителей ЮАР своим брейк-дансом. Члены Waves for Change не случайно одеты в специальные костюмы. Эта организация устраивает занятия серфингом для детей с отклонениями в развитии. После коллективных танцев Гарри и Меган побеседовали с благотворителями и помедитировали. Это 10-дневное турне Гарри и Меган примечательно тем, что это их первое совместное путешествие после рождения первенца. Трехмесячного Арчи супружеская чета взяла с собой, но публике ни разу не продемонстрировала. Малыш остается в гостинице с няней. Это были мировые новости, самые заметные события, которые произошли за пределами страны. Вернемся к нашему региону. В Якутской кадетской школе-интернате проходит патриотический слет военно-патриотического общественного движения «Юнармия Якутия». В этом году слет посвящен 75-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне и году консолидации в Якутии. На церемонии открытия работает наш корреспондент Юрий Осипов. Юрий, здравствуй, расскажи, как проходит слет. Василий, здравствуй. Церемония открытия прошла сегодня утром. Также участники слета уже приняли участие в конкурсе «Статен в строю, силен в бою». Как и полагается будущим защитникам Отечества, юнармейцы показали свои умения в строевой подготовке. Ну а чуть поподробнее об этих соревнованиях давайте спросим у начальника регионального штаба Юнармии Якутии Корякина. Алексей, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, нам чуть подробнее о значении этих соревнований. Добрый. Но значение этих соревнований сложно переоценить, потому что это дальнейшее развитие идеи патриотизма, реализуемой в Республике Саха-Якутия. Значит, указанное мероприятие стало возможным благодаря объявлению главой Республики Арсена Сергеевича Николаем года консолидации, что позволило объединить на нашей площадке 18 команд из 14 муниципальных образований. И это, я считаю, достаточно неплохой результат для начала. В дальнейшем это мероприятие у нас будет проходить ежегодно, оно станет традиционным, но рождается эта традиция здесь и сейчас, что называется. Спасибо большое, Алексей. Как нам тут только что сказали, в этих соревнованиях участвуют более 200 юнармейцев из 14 районов Якутии. Также здесь представлен Алданский район. Сейчас мы поговорим с его представителем, заместителем начальника штаба местного штаба Юнармии Алданского района Олегом Чепенко. Олег, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о подготовке вашей команды к этим соревнованиям. Команда готовилась очень серьезно. Хотелось выступить на лучшем уровне. Готовились практически ежедневно. Занятия не пропускали. Молодцы. Я ими горжусь. Преданно выступают, как настоящие патриоты. Спасибо большое. И, как мне сказали ранее, рядом с Олегом стоит его воспитанница, ветеран этих соревнований Ксения. Ксения, расскажи нам, пожалуйста, об опыте твоего участия в подобных соревнованиях. Я учусь в 11 классе, и здесь я уже 3-й год. Мне все нравится. 2-й год проходит именно здесь, в кадетской школе. И тут очень интересные соревнования, хорошо кормят. Мне все нравится. И, насколько я знаю, ты принимала участие в соревнованиях не только в пределах Якутии. Да, я ездила в Москву для получения медали. Да, и можешь рассказать об этом немножко поподробнее? Мы приехали туда и были на форуме юнармейцев. Там все разделялось как на комнаты, на секции, да. И там было все разное.
Получается, некоторые разговаривали со знаменитостями, другие лазали по скалолазание у них было, третьи на турниках занимались. Там было очень интересно, и мне больше всего понравился музей. Там были с танками. Они были все настоящие, и там очень красиво. Спасибо большое. Стоит отметить, что эти соревнования уходят корнями в 2014 год, но тогда они проходили как слет патриотических организаций. В 2016 году они стали проходить под эгидой Юнармии. И сейчас мы спросим у участника из Алекминского района об его участии в этих соревнованиях. Здравствуй, расскажи, пожалуйста, почему ты решил вступить в ряды Юнармии? Здравствуйте. Я решил вступить в ряды Юнармии, потому что это готовит к дальнейшей жизни, к службе в армии. Каждый юноша должен знать элементы рукопашного боя, строевую подготовку. В общем, должен быть готов к дальнейшей жизни. И в дальнейшем в армии это ему очень сильно пригодится. Спасибо большое. Ну а в завершении хочу сказать, что закончатся эти соревнования торжественным строевым смотром на площади Ленина 27 сентября. Василий. Да, Юрий, спасибо за информацию. Я напомню, что слет Юнармии освещал наш корреспондент Юрий Осипов. Ярославль из столицы Золотого кольца России на несколько дней превратился в театральный центр. Накануне в городе стартовал 20-й международный Волковский фестиваль. На его открытии в торжественной обстановке были вручены премии правительства России имени Федора Волкова. Награду получил и художественный руководитель театра юного зрителя Якутии Алексей Павлов. С церемонии награждения сюжет Айсены Бурдашовой. Я ехал к вам сперва на оленях, потом на собаках. Ой, это шутка от волнения. Юмор, харизма и обаяние – 3 козыря профессионального артиста. Эти качества с главной сцены Ярославля продемонстрировал первый якутский артист, которому вручили престижную премию имени Федора Волкова. Да здравствует Волковский фестиваль! Удачи, успехов, здоровья, счастья вам! Спасибо! Особенно в год театра мы получаем премию имени Федора Григорьевича Волкова. Это награда, прежде всего, награда для республики, высокая оценка деятельности всех работников театрального искусства нашей республики. Первый не только в республике, но и в стране. Вместе с увесистой статуэткой Алексею Павлову был также вручен и новый в истории правительственной премии специальный знак с номером 1. Его презентация состоялась в рамках пресс-конференции фестиваля. Сегодня заместитель министра культуры Павел Владимирович сказал о том, что это номер 1. И она первая вручается Алексею Прокопьевичу премия правительства номер 1 за подписью председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева. Это очень почетно, и мы очень рады, что это происходит именно на нашем фестивале. Правительственная премия Волкова вручается за вклад в развитие театрального искусства. В год присуждают не более 3 таких наград. В этом году дипломы и статуэтку также получили Пермский и Новосибирский театры. Федор Григорьевич Волков – выдающийся театральный деятель и актер, живший в 18 веке. Именно он считается основателем русского театра и основателем актерской профессии в нашей стране. Современники пишут, Федор Волков любил театр всем сердцем, сеял на сцене разумное, доброе и вечное. Учрежденный 20 лет назад Волковский фестиваль следует тем же правилам. На протяжении недели зрители увидят лучшие образцы театрального искусства Эстонии, Франции и России. Свою постановку представит и Якутия. Театр юного зрителя привез спектакль «Король Беранже» в постановке Карла Сергучева. Главную роль в ней сыграет Алексей Павлов. Столица Золотого кольца России с нетерпением ждет выступления якутской труппы. Наша культура, наше искусство, оно настолько емкое, многогранное, что всегда есть что посмотреть и есть чему удивиться. Мы приветствуем, и нам очень нравится, что у нас очень много хороших музыкантов, хороших артистов приезжает. Это очень интересно, конечно, поэтому ждите гостей. Придут. Айсена Бурдашова, Джо Березкин, Ярославль. А в столице региона, между тем, горожане активно обсуждают, какой станет обновленная площадь Ленина и сам памятник Владимиру Ильичу. Основными концепциями с нами готова поделиться Сарглана Захарова. Сарглана, здравствуй, ждем подробностей.
Здравствуй, Василий. Да, как вы верно заметили, уже совсем скоро будет назван здесь, в этом зале, победитель конкурса проектов на разработку нового облика главной площади нашей республики. И здесь уже готов круглый стол для обсуждения членов жюри финальных работ. На столах разложена вся необходимая документация. Это регламент заседания, планшет для просмотра проектов, ну и, конечно же, список состава членов жюри. Конкурс начался у нас еще в мае, и давайте узнаем историю зарождения этого конкурса у заказчиков, директора Центра компетенции Марии Скрябиной. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, когда вообще началась работа по организации этого конкурса? Здравствуйте всем. Два слова про Центр компетенций. Для чего мы созданы и когда созданы. Мы созданы 1 февраля, работаем тоже с 1 февраля. И для чего нас создали? Для поддержки, для консультирования наших малых городов и сел. Мы предоставляем такие услуги, как разработка, дизайн проектов и также содействие при разработке дизайн-проектов, консультирование, образование наших архитекторов и наших градостроителей, главных архитекторов сел. И за это короткое время нами проведена очень большая работа по малым городам, по вовлечению жителей, по новому формату проектирования. Также проведение два больших конкурса, которые были объявлены 15 мая. Насчет площади. Вообще почему появилась такая необходимость для обновления облика площади Ленина? Необходимость обновления площади Ленина, такой вопрос стоит уже давно, но как-то так не получалось, грубо скажем, да. И в этом году по поручению главы Республики Айсена Сергеевича Николаева и при поддержке управления архитектуры при главе Ирины Дмитриевны нам было поручено и проведение такого конкурса большого. И насколько я знаю, вы заказчик, а организатором выступает другая организация. Кто? Нами была проведена конкурс на выбор поставщика, и выиграли агентство стратегического развития «Центр», который уже второй или третий конкурс у нас уже проводит на высшем уровне. Хорошо, спасибо большое, Мария. И если говорить о самих организаторах, о том, сколько работ поступило и вообще каким образом у нас проводится этот конкурс, расскажет генеральный директор Центра Сергей Гергиевский. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, 15 мая начался этот конкурс. Сколько работ поступило и откуда они пришли? Конкурс всероссийский. Мы получили больше 100 заявок на его участие. Из них 25 прошли на первое заседание жюри. И уже в ходе заседания жюри было отобрано 3 финалиста, которые составляют собой консорциумы. То есть каждый финалист – это несколько компаний, объединившихся вместе. Мы получили заявки со всей страны. География огромна, но в финале мы видим действительно известные на всю страну бюро. Это ТПО «Резерв», легендарное бюро с главным архитектором Владимиром Плоткиным, мэтром российской архитектуры, которая объединилась со своими партнерами в Якутии, ЛСТК-проект и Якут-проект. Также это компания Евгения Леонова, группа архитекторов из Риги, которые также нашли своих партнеров в Якутске. И, наконец, осадовые партнеры, которые уже традиционно работают с базой 14. И таким образом мы получили 3 финалиста, 3 команды, в которой есть ярчайшие мэтры российской архитектуры, известные в России и за рубежом, и одновременно их якутские коллеги, якутские архитекторы, которые дают местную экспертизу. Вместе эта коллаборация, мы надеемся, даст лучшие проекты. Такое сотрудничество, мне кажется, это полезно не только для Якутска, для республики, но и самих архитекторов. А скажите, пожалуйста, вообще об уровне представленных проектов. Есть ли какие-то общие черты, или, может, они совершенно друг от друга отличаются, какие-то общие концепции? В данном случае задачей жюри было отобрать в финал 3 концепции, которые демонстрировали бы радикально разный подход, разный взгляд на эту площадь. Ведь это не просто общественное пространство. Амбиции
Амбиция конкурса – создать главное общественное пространство всей республики, главную площадь, переосмыслить ее в 21 веке. И здесь мы видим 3 радикально разных подхода, и мы увидим на жюри, которое начнется сегодня в 3 часа в прямой трансляции и при участии наблюдателей, что каждая команда очень по-своему увидела назначение этой площади. Ну а в основе лежит не только архитектура, но и социология. Мы задавали вопросы жителям Якутска, как они видят свою площадь. И по сути те проекты, которые будут представлены, это ответ на чаяния, на ожидания тех людей, которые сегодня живут в городе, в республике и видят свою площадь определенным образом. Хорошо, спасибо большое, Сергей. Мы пойдем дальше, и я здесь немножко обращу внимание, здесь у нас представлены эти проекты-участники, но мы сохраняем тайну конкурса и не будем их подробно пока показывать. Жюри начнет работу, как сказал Сергей, уже в 3 часа, во второй половине дня. Здесь нас ожидает организатор, руководитель другой выставки, также посвященной разным проектам по облагораживанию городской среды. Это Кыдана Игнатьева. Кыдана, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, подробнее о выставке, кто ее может посетить и когда она откроется. Здравствуйте, очень приятно сегодня вас здесь видеть. Сегодня, получается, у нас большое событие, прям самое знаменательное событие. Сегодня здесь решится судьба нашего площади Ленина, да? И к этому знаменательному дню и еще ко дню архитектора мы подготовили выставку «Архивент». Можем сейчас дальше идти смотреть. Давайте развернемся вот в эту сторону. Здесь мы видим такие вот установки, где показаны разные проекты. Вот расскажите немножко, пожалуйста, о них. Давайте пройдемте немножко в эту сторону. Тут вы у нас видите планшеты из разных конкурсов. Конкурсов тоже, как площадь Ленина, например, по конкурсу парка будущих поколений, Аймякона, Старого города 2. Также по малым городам мы подготовили вот проектные выставочные планшеты и также сделали анимацию всех проектов и плюс с музыкой. Если все это с музыкой все соединить, будет такой новый формат презентационных проектных выставок. Да, давайте пройдемте дальше, посмотрим немножко на выставку. И такая современная у нас в последнее время тенденция, интересное использование высоких технологий, да, анимации, электронной выставки. Вот можете, пожалуйста, о ней рассказать? Да, это очень хорошая площадка, но это зависит от техники. И вот в музее «Россия. Моя история» есть оборудование, в которых можно сделать такую интересную выставку. То есть смотреть уже такие планшеты уже не так интересно. Если добавить еще и видеоанимацию, то людям уже более-менее вот как-то эффектнее выглядит. И давайте расскажу о самой выставке. У нас сегодня тут представлены проекты парк будущих поколений, Аймякон. И по малым городам у нас тут можно увидеть проекты Удачного, Мирного, Покровска, Ленска и так далее. Ну вот вы, как опытный художник, как человек, который уже сделал многое для облика столицы республики, как оцениваете эти работы? Насколько они профессиональны, насколько они имеют какое-то новое дыхание, новое веяние? Все проекты, они все классные, можно сказать, имеют свою изюминку. Как лично, можно сказать, мне очень нравится проект парка будущих поколений для нашей молодежи, для детей. И тут можно прийти, ознакомиться, что там будет внутри и как себя будет представлять наш новый проект. Наверное, знаете, где находится вот эта местность, рядом с Мусхая и там, где Судгородок. Да. Во сколько начнется, откроется выставка и кто может ее посетить и как долго она здесь будет находиться? Сегодня открывается выставка у нас 19:00. Могут прийти все желающие, вход бесплатный. Также у нас планируется выступление электронного проекта «Уран» совместно с ансамблем «Кылсаха». Спасибо большое, Кыдана, за такой интересный экскурс по предстоящей выставке. А я еще раз повторю, сегодня открытие состоится в 19:00 в музее «Россия. Моя история». Приглашаются все желающие посмотреть на интересные проекты по облагораживанию городской среды и не только, и, конечно же, узнать победителей конкурса по разработке проекта нового облика площади Ленина. У меня на этом все. Василий.
Саргалана, спасибо за информацию, а мы будем двигаться далее. Алданский политехникум присоединился к республиканскому сетевому проекту, запущенному при поддержке Министерства образования. В рамках проекта планируется использовать ресурсы нескольких учреждений образования. Какие возможности появились у будущих специалистов, расскажет наш корреспондент Татьяна Вахнина. 250 студентов пришли учиться в Алданский политехнический техникум в новом учебном году. В Южно-Якутский уголок юноши и девушки приезжают со всех уголков республики. Одна группа придет в аудитории только в следующем году. Ребята, осваивающие специальность техническое обслуживание и ремонт автомобилей, на первом курсе обучаются в Якутском индустриально-педагогическом колледже. По специальности техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта мы первокурсников набрали в Якутском индустриально-педагогическом колледже на первый курс. Со второго курса, начиная, они будут приезжать к нам и обучаться здесь, в Алданском политехникуме, продолжать свое обучение. Алданский политехникум присоединился к республиканскому сетевому проекту, запущенному при поддержке Министерства образования. В рамках данного проекта планируется использовать ресурсы нескольких учреждений образования. Так, совместно с Якутским индустриально-педагогическим колледжем политехникум продолжает реализацию программы «Местные кадры в промышленность». Получают возможность проходить производственные преддипломные практики на базе наших промышленных предприятий района и в последующем трудоустроиться именно здесь, в промышленном Алданском районе. Предоставляет общежитие. Студенты будут там жить и обучаться у нас. У нас очень хорошая материальная база. Также в наступившем учебном году политехникум заключил сетевой договор взаимодействия с Ангарским индустриальным техникумом. В рамках этого договора алданские студенты смогут пройти практику в Иркутской области. 4 студента по специальности мастер контрольно-измерительных приборов автоматики посетят Ангарский колледж с целью получить какие-то практические навыки по контрольно-измерительным приборам. Планируется, что в Ангарск 4 алданских ребят отправятся весной. Практически осваивать эксплуатацию контрольно-измерительных приборов они будут в течение нескольких недель. Сейчас востребованность по данному направлению подготовки во всех крупных компаниях, в том числе на газопроводе, на нефтепроводе, в добывающих компаниях, с учетом внедрения автоматизации очень высокая. Ожидается, что с использованием ресурсов нескольких учреждений образования возрастет качество знаний будущих специалистов. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. А в Нерюнгринском районе сегодня в очередной раз стартовала ярмарка вакансий. Благодаря популяризации ярмарки и ее регулярной периодичности по Южной Якутии ежегодно снижается уровень безработицы. На прямой связи с нами наша коллега Александра Цыбикова. Александра, здравствуй. Расскажи, много ли желающих трудоустроиться и какие организации представили свои вакансии? Здравствуй, Василий. Желающих трудоустроиться и сменить место работы в Нерюнгре всегда достаточно. Ярмарка вакансий «Найдем работу вместе» началась в 11 часов. А время сейчас уже почти час. И до сих пор еще есть желающие, которые приходят, хотя она завершилась. Сегодня работу предлагали 7 организаций. Среди них большие промышленные угледобывающие, такие как «Эльга-Уголь», «Якут-Уголь», «Колмар». Ну и помимо него Министерство образования, Айгуль, ОМВД, отдел ОМВД и Сайсары. Вот, всего было представлено более 1000 вакансий. Сегодня с утра, с 11 часов утра прошло около 200 человек. В общем, Нерюнгринским центром занятости населения представлено более 2700 вакансий. Из них более 1500 являются вахтовым методом. Ну да, действительно, благодаря популяризации и тому, что такие ярмарки проводятся постоянно, и потому что у нас большие предприятия, в которых постоянно пополняется кадровый запас, в Нерюнгре уровень безработицы падает и трудоустраивается большая часть населения. Василий? Да, Александра, спасибо за информацию. Будем надеяться, что и эта ярмарка вакансий поможет улучшить статистику по Южной Якутии. А я напомню, что на прямой связи со студией была моя коллега Александра Цыбикова. И в завершении выпуска о погоде в крупных городах региона. В Алдане переменная облачность, температура 4 градуса тепла, а ветер дует со скоростью 3 метра в секунду. В Ленске плюс 11, также переменная облачность, ветер дует со скоростью 2 метра в секунду, а в Мирном столбик термометра остановился на отметке плюс 7 градусов. Ветер
ветер 4 метра в секунду и переменная облачность, так же, как и почти во всех городах нашего региона сегодня. В Нерюнгри также облачность переменная, столбик термометра показывает 4 градуса выше 0, ветер дует со скоростью 1 метр в секунду. И в столице региона, в городе Якутске, сейчас +7. Солнечная погода, ветер всего 2 метра в секунду и в ближайшие часы обещают без осадков. На этом у нас пока вся информация. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.